Год добровольцев в Коми стартовал намного раньше, чем в целом по стране, ведь 17-й прошел под девизом «Года добрых дел», так что эстафету наши добровольцы приняли уже подготовленными. Помощь ветеранам, пожилым людям, многодетным семьям. Список добрых дел не исчисляется цифрами, это не для отчетности. Волонтеры идут туда, где действительно нуждаются в помощи. Я больше чем уверен, что те люди, которые участвуют вот в этом движении, как сателлиты вокруг основной идеи, они как раз на сегодняшний день являются вот той основой, теми атомами, теми связующими, которые вообще цементируют и фундаментально влияют на развитие нашего общества. Это огромная работа. С одной стороны, она незаметная, с другой стороны, возможно, некоторые от нас отмахиваются от волонтеров как от назойливых мух, но мы должны в себе воспитать, что это должно быть неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня в Коми около 150 волонтерских организаций. Регион стал одним из первых в России, где выработали так называемый стандарт поддержки добровольческой деятельности. Активисты все так же помогают на безвозмездной основе, а иначе это и не было бы волонтерством. Но налажена система мотивации молодежи на добрые дела на уровне поселений. Отработав, человек несколько часов уже сможет получить благодарность какую-то на уровне сельского поселения, потом благодарность на уровне района, благодарность на уровне республики Коми. То есть у него уже будет какая-то мотивация. Сейчас очень отлично волонтерские книжки выдаются ребятам, то есть ребята работают. Еще одна мощная поддержка, чем могут заручиться волонтеры, так это президентские гранты на социальное обслуживание, охрану здоровья, молодежные движения, поддержку семьи. В этом году на них выделено 8 миллиардов рублей. Заявить о себе организации могут сразу в нескольких направлениях, причем документооборот полностью в электронном виде. Сроки рассмотрения тоже сведены к минимуму. Татьяна Супряткина, Евгений Стокос, Олег Костромин, телеканал Юрган.